Людмила Осипова стала одним из первых посетителей нового компьютерного класса, открытого на базе Центра детского творчества. Достигнув пенсионного возраста, женщина продолжила работать педагогом, в свободное время посещая курсы в рамках Народного университета третьего возраста. Вот и сейчас, узнав о новых возможностях, она поспешила отбросить в сторону домашние хлопоты и погрузиться в виртуальный мир. Давно мечтала заняться этим делом. Огромное спасибо, рядышком, все удобно. Вообще мне здание это нравится, и все кабинеты обустроены, внуки мои ходили сюда все, занимаются, тем более сейчас компьютер как раз расширяет способности, возможности занятий в этом учреждении. Огромное спасибо всем за организацию этого кабинета. Получение государственных услуг, полезной информации, общение с близкими через социальные сети, возможности интернета безграничны. И потому сегодня каждый осознает важность и необходимость умения разговаривать с компьютером на «ты». Теперь углубленным изучением такого языка могут заняться все желающие в рамках действия программы «Народный университет третьего возраста». Инициатором открытия компьютерного класса на базе Центра детского творчества стал депутат Совета городского округа, председатель местной общественной организации Пирот-Сибай Денис Андреевич Назаров. Здесь, грубо говоря, так совпало, да, что это отличное место, Центр детского творчества, где может размещаться класс, где могут заниматься детишки, да, и в то же время здесь могут приходить и на постоянной основе проводить занятия Народного университета третьего возраста. В рамках этого сотрудничества мы будем поддерживать центр, и также компьютерный класс со временем будем расширять. Как отмечают организаторы, овладение компьютерной грамотностью значительно упростит жизнь пенсионерам. Зная нужные сайты и алгоритм действий, им больше не придется ходить по госучреждениям и банкам. Чтобы получить или оплатить услуги, все можно будет делать, не выходя из-за компьютера. В завершении мероприятия представители движения Пирот-Сибай и Центра детского творчества подписали соглашение о сотрудничестве. Данил Алибаев, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.